В рамках ежегодной акции «Память сильнее времени» в Канашском районе около деревни Малые Бекшихи прошло знаменательное событие. В торжественной обстановке был открыт информационный щит, рассказывающий о трагедии, которая произошла 13 ноября 1941 года. В тот день, в тот трагический день, из одного авиационного полка дальнего действия города Казань вылетел на испытательный полет бомбардировщик ТБ-7. Уже когда прилетая над станцией Канаш, возвращаясь уже, беря разворот на обратный путь, самолет начал резко трясти. Загорелся двигатель, один из двигателей. Самолет в воздухе начал рушиться, гореть. Из 10 членов экипажа, к сожалению, погибло 4, в том числе и командир самолета. Он упал в 4 километрах от этого места по дороге в село Шакулово. Экипаж старался увести самолет как можно дальше от густонаселенного города, не подвергая жителей опасности. Командир экипажа до последнего тянул самолет, пытаясь дать возможность своим друзьям спастись. Но в результате, выпрыгнув сам, погиб. Стропы его парашюта вспыхнули от жары. Староста деревни Малые Бекшихи Валерий Иванов рассказал историю о том, как 2 жительницы деревни сшили из найденного парашюта себе одежду. Наши девушки оттуда каким-то образом прихватили парашют. Потом, говорит, этот парашют искали, не нашли. И парашют этот привезли в деревню, 3 девушки. Они сшили себе платья, юбки, фартуки. Потому что в это время СИТЕС был в очень большом дефиците. А там уж материал-то уж прочный был. На мероприятии присутствовали представители поисковых отрядов Янгличской средней школы, Янтиковского района и волонтеры Победы Канашского района. У нас в республике стояло несколько авиационных частей. Это 3-я авиационная школа в Вибресях. То, что на территории Канашского района, это происшествия и катастрофы, которые были именно с летчиками этого подразделения. У нас есть несколько экипажей, которые погибли. Это район Багурдан, это в Утабусе. Ну и если взять, то у нас за год в 3-й авиашколе происходило до 60-80 происшествий, то есть это достаточно серьезно. Кроме этого была 14-я запасная авиационная школа, вернее 14-я военная школа, первоначальное обучение летчиков. И тут назывались ВАШПО, это сокращенная аббревиатура. Там тоже подготовлено около 3000 летчиков. Они использовали самолеты У-2. Кроме этого, 2 завода, это в Козловке и в Шумерле выпускали эти самолеты. Кроме этого, был завод в Казани. Все эти самолеты у нас перегонялись в Алатырь, и там на них выпускники этих 2 авиашкол учились уже летать на конкретных самолетах, формировались маршевые полки, и в составе 46-го авиационного полка всего было сформировано 50 маршевых полков. Они уже после того, как облетывали эти самолеты, уходили на фронт, уже воевать в составе той или иной воздушной армии. В частности, в одном из этих полков ушел на фронт Михаил Девятаев, герой Советского Союза, который потом прославился тем, что угнал вместе со своими боевыми товарищами из концентрационного лагеря немецкий самолет. Они не воевали, они только готовились к фронту, но совершили самый настоящий подвиг, испытывая то оружие, которое в дальнейшем помогло выиграть войну Советскому Союзу. Один из 4 двигателей самолета не обнаружен до сих пор. Убедительная просьба к жителям города и района. Если у вас есть какая-то информация о найденном двигателе в данном районе вашими соседями, родственниками или просто знакомыми, свяжитесь с администратором группы ВКонтакте «Мы помним Канаш, Чувашия».